кто еще сегодня не высказался, у вас будет возможность еще пожелать приятные поздравления Альбине Васильевне. Мы уже завершаем. И в завершение хочу спросить у Альбины Васильевны, у вас. Вы сегодня услышали много приятных слов. Пусть это все исполнится, я вам этого желаю. Но скажите вы, что бы вы сами себе пожелали? Вот знаете, когда Дом литераторов затеял проводить юбилей, как я сопротивлялась, не хотела. Говорю, ну что это такое, писатели скажут, вот не успела прийти, стала председателем, уже себе юбилей справляет. А девочки все равно настаивали. А теперь, получается, это, наверное, зря отказывалась себе. Что хочу сказать? Хочу сказать всем спасибо. Девочки организовали, все так мне хорошо, мне говорю, обо мне хорошо так сказали. И знаете, может, я правда такой человек, мне так было приятно все слушать. И спасибо, сказать, как мой орден-то появился, или в тайне оставить? Не надо. Не надо? Сара тут моей мамы Он заслуженно появился. Давайте я вам... Сара тут мой мам, это песня на самом деле Кутили Янгулова, Ширинского района. Она не 2 куплета, а 4. Я сейчас вам по-быстрому спою. Так как пели у нас артисты Ширинского района, мы же делимся Хазула Рихаштар, они протяжнее поют, они так спели. А на самом деле Кутиля играл под Четхан, и под Четхан сильно медленно. Сережа, скажи, невозможно, они сейчас научились так делать, а кызыльцы так не умели медленно. Сейчас я вам спою первых 2 куплета, которые утрачены, потому что Кинель записал от артистов, как знали, так это самое, и кто как знал, так и спел. А сейчас от начала до конца. Аргажахтагды азера, алтон жапасха шолпастым, алархаземне алполбин, алтын ақшамны köpşeydim, irbenlik tağdibire, erigje pasha şolpastım, xanı kızımını alpolbin, kömüz akşamını köpşeydim. Анын Алполбин кызын анын харган пускан неме. Сарык туп өдимни, сайга паспан жасур баспын. Первоначально было сарык шүрмештигимни албанжа, сарык шоргамнан түспеспін. Қызыл туп өдемне, құмға баспан жасур баспын. Құба жар қызын албанжа, қызыл шорғамнан түспеспін. Қызыл пола Кютиля Шуртан қызыл хаста, а хызы Хубажар белый, Яр Ширинский район, да тоже богом. Очень хотелось бы на русский язык спеть, вот с собой нет этого сборника перевести-то. В общем, дорога, не помню, маленько хоть спою. Хребтами горными крутыми прошел я множество дорог, царил немало золотыми, желанное сердце не зажег. Ирбенник
как же там, вот маленько забыла. Ну, в общем, он очень много тратил денег, и действительно, Кутиле рассказывает, очень из состоятельной янгуловской семьи был, богатые были они. А девушка была с русыми, сюрмясики были у нее ниже колен, красавица была, русые волосы, а он был тоже красавец, у нас там все знают рассказ, у него черные волосы были, синие глаза, он был такой же на лицо, как и она, как европеоиды. Вот два таких красивых человека, он ее любил, она ни в какую. И вот когда Кутиле ушел на войну, перед тем, как уйти на войну, он взял вдову, красавицу, у которой в гвардейскую, эту Первую мировую войну, у белых был муж, Крильке Коконов, он погиб, Григорий Коконов, а его вдова осталась метиска, красавица, с двумя детьми. И Кутиле взял вот эту вот женщину с двумя детьми. А Кутиле приезжал, раньше гоняли скот сюда, за Аскийский район и в Знаменку, и почему-то оттуда с севера всегда гоняли скот. Его здесь тоже хорошо знали. И он очень пел хорошо. А я потом там вам за столом еще про одного спою. Сейчас уже времени надо туда идти. И столы там никто не остался, никто не накрывал. Короче, надо нам самим быстренько накрыть столы. Все там уже моя дочь, зять, все привезли. Я всех вас приглашаю в Союз писателей теперь. Ой, Неля Дмитриевна, моя дорогая, пришла. Ага. Это вот мы вместе работали в 28-й школе. Я в 28-й школе 10 лет успела проработать. И у нас такой был коллектив хороший, дружный, никогда замечательно, никогда никаких сплетен, никаких каких-то поползновений не было. Все жили и уважали друг друга. Я думаю, у нас и в Союзе писателей с Домом литераторов будет то же самое. Потому что, когда начинаешь вот это, и дальше поползновение идет, а когда этого нет, все живут в любви и согласии.